Ассаламу алейкум, махва. Добрый день, дорогие друзья. Вчера ночью я выложил видео с этой фотографией, где я рассказал, что представительство главы Чеченской Республики в Ростовской области и представительство в Южном федеральном округе уже 2 дня назад получили эту фотографию, ищут этих молодых людей в Ростовской области, но пока никакой информации о них установить не смогли. И я выразил мысли о том, что, скорее всего, эта фотография, текст о том, что они где-то задержаны в Ростовской области и не могут связаться с родными, что это не соответствует действительности, и попросил людей помочь, если они знают информацию об этом. Вчера ночью было очень много комментариев, и в том числе были телефонные звонки. Я сегодня утром уже разговаривал непосредственно по телефону с человеком, который сказал, что это его знакомые, одноклассники. И эта фотография, это, по его словам, сделана 6 или 7 лет назад. Сделана эта фотография, когда они там навестили на работе одного своего знакомого, который работал в зале суда. И просто как бы ради интереса, ради юмора сделали вот такую фотографию, зайдя в клетку для судебных заседаний. Они сами, как он говорит, эту фотографию никуда не выкладывали, не распространяли, но она попала к кому-то, видать, из их знакомых, который решил таким образом пошутить. Скорее всего, пошутил он в группе где-то, но кто-то из группы эту фотографию переслал куда-то вместе с текстом. И эта фотография из шуточной, она уже стала трагедией. Человек, с которым я говорил, уже от имени тех, которые на этой фотографии, просил сказать, чтобы эту фотографию не рассылали, что они в полном порядке, что никто никогда их не задерживал, что с ними все в порядке, что никаких проблем у них нет. Вот такая вот история. Сколько можно вот так вот шутить? Где-то году в 2015, мы помним, рассылалась фотография. На тот момент она уже несколько лет рассылалась, эта фотография мальчика, там лет 12, что он якобы, его нашли в Австрии у цыган. Прямо на фотографии была эта надпись, что якобы мальчик говорил по-чеченски, но не могут найти родных. Столько людей беспокоилось из-за этого мальчика. Когда мы подключились, начали этого мальчика и какую-то информацию о нем искать, действительно из Австрии позвонил мне человек, который сказал, что это его сын, что на самом деле мальчик не терялся. Сейчас, на тот момент, когда мы с ним созванивались, ему уже было лет 16, и просто-напросто подруги жены решили пошутить у себя в группе, а кто-то из группы эту фотографию куда-то переслал, и она перестала быть шуткой. Затем мы с вами помним, например, историю, когда рассылалась фотография, молодой человек лежал на больничной, на кресле каталки больничной, и аудио рассылалось, где говорилось, что вот этот самый парень доставлен в больницу Аргунскую, и не могут найти родных, что он доставлен после аварии. Люди рассылали, когда подключились, начали выяснять. Выяснилось, что на самом деле парень ни в какую аварию не попадал, что он просто-напросто, человек находится рядом со своим родственником, который лежит в больнице, и устав действительно просто прилег отдохнуть там, где он нашел место для того, чтобы отдохнуть. А кто-то решил таким образом пошутить, разослал фотографию. Следом, допустим, через несколько месяцев появилась фотография уже пожилого человека, лет под 60. Человек сидит в поликлинике на скамейке, и аудио гласит о том, что это человек оказался где-то в Пятигорске, что он потерял память, не знает, откуда он, но говорит на чеченском, и просьба найти его родственников. Опять же выяснилось, что кто-то в группе из взрослых людей, в группе кто-то пошутил таким образом, и когда вышла это за пределы группы, эта шутка, она опять же перестала быть шуткой, стала трагедией. И таких случаев мы помним с вами, видим очень много. И каждый раз получается так, что люди беспокоятся из-за этого, подключаются к поискам, начинают искать, звонят людям, ищут, пересылают.
кто-то вообще плачет из-за этого. А потом, когда выясняется, что это шутка, тогда уже становится очень неприятно. Тогда становится людям больно. И когда в следующий раз подобные информации появляются, люди уже относятся к этому с недоверием. А возможно, именно в этот раз действительно кому-то нужна будет помощь, и просто-напросто после многочисленных таких шуток кто-то в это просто-напросто не поверит и не окажет помощь, которая действительно в данный момент была нужна. Я прекрасно понимаю, что есть компании друзей, родственников, и они у себя в компаниях, в группах шутят по-разному, и эти шутки прекрасно понимают, и такие шутки, они нормальны, по-моему, в любой компании, но когда кто-то из этой группы куда-то пересылает шутку подобную, что кто-то куда-то попал, пропал, потерял память, не могут найти или что-то такое, то когда эта шутка пересылается из группы, в которой все в курсе, что на самом деле это неправда, тогда эта шутка становится трагедией для людей. И ни к чему хорошему это не приводит. Давайте относиться к этому гораздо более осторожнее и с большей ответственностью.